посмотрят, как удобнее жители, как они выбрали, так мы и сделаем. Диалог с народом уже дает результаты. Около 600 обращений к главе изучает специальная комиссия. К решению некоторых вопросов приступили сразу после прямого эфира. Если это все сделать, то инвесторы сюда потянутся. Больше зелени и мест для прогулок. Руководитель субъекта внес свои предложения в проект масштабной реконструкции Сунжинского пруда. Они научились и готовы учить других. 15 студентов пожарного колледжа участвуют во всероссийском проекте. Их знания в оказании первой помощи пострадавшим оценили важные гости. Это будет хорошим подспорьем для бюджета республики, но при этом закон не теряет своей инвестиционной привлекательности. Повышение сборов транспортного налога, от которых зависит финансовая самодостаточность муниципалитетов. Об этом говорилось в парламенте республики. Светильники ЖКХ. Они рассчитаны на 10 Вт, светят примерно 700 люменов. И экологию защитить, и расходы на электричество сэкономить. Фестиваль «Вместе ярче» прошел в Назране. Как сберечь электроэнергию, знает Зарема Ивлоева. На телеканале «Ингушетия» информационная программа «Новости-24», в студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. Диалог с народом завершился. В компетентных органах изучают вопросы, поступившие на программу, и их в общей сложности около 600. На этот раз диалог главы региона с жителями республики длился ровно 3 часа. В ходе эфира принимали звонки от телезрителей. Кроме того, была налажена прямая связь с жителями Назрани. Пик активности жителей, как и ожидалось, пришелся на период прямой трансляции. В самом эфире прозвучало более 40 обращений. Темы вопросов были самые разные. По-прежнему актуальной считается социальная сфера. Коснулись и положительных изменений, происходящих в регионе за последние годы. Так, к 25-летию Ингушетии в республике открылись сразу 5 объектов, строительство которых держал на личном контроле президент России Владимир Путин. Это перинатальный центр и детская больница в Насыркорте, онкологический диспансер в Плеево, дворец спорта имени Берда Ивлоева. В 2015 году, когда Владимир Ильич был в республике на совещании, вот эти объекты, 5 объектов, по моей просьбе, были включены именно в протокол, для того, чтобы федеральный центр и министерство федеральное более оперативно обратили на это внимание. И сегодня все они для нашей республики являются таким стратегическим потенциалом. Ну, по перинатальному центру было много споров, обоснованных споров было, в том числе, зачем нам, республике, это нужно, что мы можем все эти процедуры проходить в соседних регионах, где более развитое здравоохранение, где более опытное количество, большее количество врачей, ну и так далее. Но мы со своей стороны обосновали это тем, что если мы будем постоянно ездить в регионы, когда тогда наши врачи будут развиваться, когда мы будем развиваться, и почему нас тормозят в развитии, да? Нас услышали, к счастью. И сегодня перинатальный центр у нас есть, только остается главная задача для персонала максимально оправдать те колоссальные вложения федерального центра вот именно в этот перинатальный центр. Если раньше в республике наблюдалась высокая младенческая смертность, то сегодня этот показатель с открытием нового перинатального центра снизился в разы. Добрый день, уважаемый Нурбек Мамскиревич. Я Касумова Ильхам, жительница Чеченской республики. Так как находилась в гостях у родителей в Молгобеке, экстренно попала я в перинатальный центр, о чем весьма не пожалела, конечно. Были мы 6-месячные, с экстремально низкой массой тела 770 грамм. Далеко недоношенные, глубоко недоношенные даже. И вот благодаря этому центру, благодаря высокотехнологическому оборудованию, да и всему, что было здесь создано ради совместного проживания ребенка со своей мамой и высококвалифицированным врачам, которого собрали всех воедино. Отдельное спасибо им, конечно. Результат вы сами теперь видите.
почти уже 2 килограмма. Огромнейшее вам спасибо. И еще один важный вопрос прозвучал в прямом эфире. Обратившийся к главе республики коснулся реализации программы по адаптации и социализации семей участников НВФ. Интерес вызвало предложение Юнузбека Евкурова направить в ряды юноармейцев детей из семей как погибших сотрудников правопорядка, так и бывших членов НВФ. Мы должны с этими детьми, конечно, работу тоже проводить. Не в плане агитируя, что вот твой папа был плохой, там, нехороший, он был бандит. А в плане того вообще не затрагивать тему отца. А в плане давай понять, что он такой же член общества, гражданин общества, ребенок наш, имеет право и на детский сад, и на школу, и на все с учетом этого. Если мы создаем какие-то площадки, юная армия это будет, там, или же другие там, какие-то детские площадки, конечно, дети должны все там быть. И их не надо делить на своих или на чужих. Ну и от вопросов регионального характера к проблеме мирового масштаба. Самая обсуждаемая тема последних дней – события в Мьянме. Происходящее в этой стране в первой линейке новостей угнетения мусульман Рохинджа, иллюстрированные в фотографиях на первом месте в соцсетях. Свое мнение по этому поводу выразил президент России Владимир Путин. И вот как прокомментировал эти события Юнузбек Евкуров. Я бы просил людей правильно понимать ситуацию. Почему? Потому что сегодня это вышло там, в течение буквально 2 месяца в интернет, во всех там. И это тоже специальные заготовки, которые нужны кому-то, чтобы рассчитать ситуацию, потому что в нашей стране. А активная фаза событий в Мьянме, именно в том районе, где живут мусульмане, она началась не сегодня, не вчера, она началась в 2016 году. Первые жертвы пошли тогда. И почему-то с 2016 года об этом никто не говорил. И нигде в соцсети это не проходило. Это второе. Третье. Многие фотографии, в том числе, которые сегодня выкладываются в интернете, это похороны людей, которые погибли в землетрясениях, в том числе в Китае. Это уже доказанные факты. Это фейки, которые вставляют и показывают, что якобы это издевательство властей там, Мьянмы над мирными мусульманами. Что тоже там есть место быть. Там, если в 2016 году там уже было сожжено там, более 400 домов даже. Да? Вот там, где кварталы мусульманские были, то это тоже было там, эти факты были. Но сегодня это специально закидывается для того, чтобы в том числе и добиться сегодняшнего состояния среди мусульман, в том числе России. Еще раз повторяю, мы в стране не остаемся в плане, если такая возможность будет, оказания гуманитарной помощи этим людям. Если это будет, а Министерство иностранных дел Российской Федерации никогда это не запрещает. И когда мы направляли гуманитарную помощь жителям Сирии, один, и второй, и третий раз, нам ни разу не сказали, не надо этого делать. И федеральная власть не сказала, не надо этого делать. Наоборот, поддержали, сказали спасибо. Потому что и по линии Министерства обороны, по линии Министерства иностранных дел. И если здесь такая возможность будет, поверьте, мы объявим всем, и мы сделаем обязательно. Сегодня же я прошу всех жителей, кто искренне сочувствует этому, а мы все сочувствуем, давайте молиться, давайте призывать. Я в том числе не могу приказывать, но рекомендовал в том числе в эту пятницу имаму, пожалуйста, сделайте дуа за всех, там, кто пострадал в мечетях. Это как раз та площадка, где верующие в том числе могут это выразить, свое сочувствие, свое отношение к этому делу. И по традиции, подводя итоги программы, Юнузбек Евкуров призвал жителей ценить ту стабильность и благополучие, к которому ингушский народ шел так долго, делать главный акцент на образовании и воспитании детей будущего региона. Если брать там и дороги, и тротуары, и школы, и садики, и дома, и очень много проблем мы сняли. Очень много проблем сняли. Я помню, раньше их было куча этих вопросов каждый день. Сегодня эти проблемы там до Алхасама уходят в небытие. Поэтому мы здесь озвучили ряд тех проблемных вещей, которые там, по усмотрению уже непосредственно, в том числе организаторов этого направления. Для тех, кто сегодня, завтра скажет там, или напишет, что это специально подготовленная передача, повторяю, да, специально подготовлена. Почему? Потому что в течение недели принимаются вопросы, обрабатываются. И здесь тоже надо сказать, что многие вопросы, которые здесь уже в течение недели, они даже до суда не дошли. Почему? Потому что они были решены быстро и оперативно. Так же, как сейчас случай был, который там, насчет автобуса я сейчас проверю, конечно. Я не знаю, как он космически быстро это решил. А вот насчет восстановления ущерба,
Это быстро. Вот так решались вопросы. Поэтому всем, кто поблагодарил нас за работу, и меня, и команду нашу всю, а мы все ваши, не чужие, Баркалды Ариас Холшан, и мне тоже приятно, когда работу замечают, когда мне говорят спасибо, если мы заслужили это. А завершая диалог с народом, глава региона еще раз подчеркнул, что все вопросы, оставшиеся, так сказать, за кадром, обязательно будут рассмотрены. По каждому обращению будет работать специальная рабочая группа. Светлана Томова, Новости 24. Программа «Диалог с народом» для многих жителей стала удобным и эффективным способом решить свою проблему. Сотни обращений, поступающие в адрес главы региона, изучает специальная комиссия при правительстве. Некоторые вопросы удается решить в первые же дни после выхода телепроекта в эфир, как, например, просьба жителя Акиюрта. Репортаж Мадины Пугоевой. Мы надеемся, что вы сделаете все возможное, чтобы решить эту проблему. В своем видеообращении главе республики Абу Хадаев сетует на плохую дорогу. Имам сельского поселения Акиюрт просит руководителя региона оказать содействие в асфальтировании одной из самых важных дорожных артерий, которая соединяет между собой два населенных пункта. В дождливое время суток, признается он, здесь невозможно ни проехать, ни пройти. Дождливое время, в зимнее время, можно сказать, осенне-весенний период, дожди, когда идут на легковых автомобилях или пешком, тут проехать невозможно, грязь, вода, вот все это. Тут люди на тракторах передвигаются, как бы. А летом мы вот поверху там пыльная дорога, как бы, так ездим. Глава региона, выслушав обращение жителя, обещал помочь с асфальтированием и заодно со строительством дошкольного учреждения. Повезло селу с таким имамом. Мы обязательно посмотрим, записал, и эту дорогу посмотрим, и эта задача стоит перед Ингуш-Автодором. Ну и для жителей села говорю, что мы в этом году начнем уже, по крайней мере, земляные работы, в следующем году там завершим точное строительство дошкольного учреждения. Только единственное, я там еще раз дал поручение, где мы это будем делать. Или в районе школы, где сейчас новая школа, или же в районе старой школы. Это в центре села. То есть посмотрим, как удобнее жители, как они выбрали, так мы и сделаем. Чтобы лично проконтролировать, как выполняются поручения Нузбека Евкурова, в Акиюрт выехал первый вице-премьер Багаудин Аздоев. Он пообщался с главой местной администрации, обозначил ответственных за выполнение дорожных работ и сроки асфальтирования участка дороги протяженностью почти 2 километра. 25 сентября этого месяца, этого года закончили эту дорогу и подъезд к мечети. Зампред правительства также посетил строительную площадку в Новом Реданте, где возводится Дом культуры. Качеством работ первый вице-премьер остался доволен, а вот темпы строительства заставили поволноваться. Поскольку сдать объект необходимо к концу декабря, рабочим стоит ускориться, отметил он. Я составил график работ. 1 числа контракт подписан, 1 августа. До этого дошла работа уже. До нулевой отметки. Ну, все лето здесь. Почему я? Все лето, все лето. График завод. Отметки технадзора есть? Отметки технадзора, журналы вчера только дали. Я заполнял свой старый журнал здесь. Технадзор здесь. Еще один дом культуры строится в Зязиковюрте, возведением которого занимается эта же подрядная организация. Качеством работ на этом участке первый вице-премьер остался недоволен. Первым делом его внимание привлекло отсутствие необходимой документации. Ты здесь на месте работаешь? Да, я здесь. Я здесь не вижу технадзора, не строят. УКСа. Это не рабочий. Я понимаю, вы правы. Это не кабинет. У тебя должен быть проект, все развешено. Любой человек зашел, даже житель этого села, чтобы мог посмотреть, на каком этапе должен, что делал. Выезд получился довольно плодотворным. Первый зампред не только проконтролировал исполнение поручения главы республики, но и выявил серьезные нарушения строительства местных домов культуры. Мадина Пугоева, Сурхо Кусиев, Новости 24. В числе обращений в адрес Юнусбека Евкурова была и просьба от жительницы Малгобека. Тамила Ведижева просила помочь ей сменить место работы. Дело в том, что офис Почты России, где работает заявительница, находится в Назране, и каждодневные поездки в другой город доставляют ей некоторые неудобства. Тем более женщина является многодетной матерью. Материал Светланы Томовой.
У Тамилы Ведзижевой 7 детей, один из которых болеет ДЦП. Сейчас, находясь в декретном отпуске, практически все свободное время от домашних дел она посвящает своей больной девочке. Уже больше 20 лет она работает на почте, но после замужества ездить из сельского поселения Бековичи в Назрань стало сложно. Потому женщина обратилась со своей проблемой на диалог с народом. Я с 96-го года работаю на почте России по Назрань, город Назрань-1. И в силу того, что мне трудно ездить с Малгобека в Назрань, я большее время нахожусь дома. И с 2013 года я в декретном отпуске. Я бы хотела попросить вас, если есть такая возможность, перевести меня по месту жительства на работу, вот, ближе к дому. Ответ главы республики не заставил долго ждать. Ее вопросом занялись уже на следующий же день. На радостях от услышанной новости Тамила собирается в управление почтовой службы, куда ее вызвал руководитель. Свое же обращение к Юнусбеку Евкурову Тамила объясняет очень просто. Единственный человек, наверное, кто понимает и кто сможет помочь. Не то, что в этой ситуации, а вообще в любой ситуации жизненной, мне кажется, вот, Юнусбек Бамангиреевич. Я вот с надеждой, что вот это и не жалоба, и я просто попросила посодействовать. И я рада, что вот откликнулись, что мою проблему поняли и стараются решить ее. Уверенным шагом Тамила направляется в управление почтовой службы, чтобы услышать долгожданную новость. Ей больше не придется тратить каждый день 4 часа и минимум 500 рублей на долгую дорогу, на работу и обратно. Голова поручила, чтобы тебя, значит, все-таки как-то придумали и перевели тебя в Малгобек. Как тебя добираться, это тяжело туда, все действительно. Но сегодня это не просто, но тем не менее мы сейчас придумали, мы взяли статную единицу, взяли с назранского поштампа, то есть обменяли мизинцами. Тебя, значит, Малгобекский поштамп переводим. Ты будешь работать завтра же дня, может, в понедельник выходить на работу. Хочешь после декрета, как ты говоришь, 26 ты выходишь, когда ты пожелаешь. Как пожелаешь, да. 26 декабря, да. И поэтому, да, заканчивается. И поэтому после 26-го можно выходить на работу. Может, завтра выходить на работу. Глава поручил, что этим делом мы разобрались. Вопрос решен. И сразу после отпуска в конце декабря женщина сможет уже выйти на новое место работы. Оно переходит в распоряжение поштампа Малгобекского, и там определяется, сейчас она 7 лет не работала все-таки. И там посмотрим, как они там на управлении работают. Конечно, она будет работать в управлении, будет работать. Мой вопрос решился благодаря тому, что обращению в диалог с народами в главе республики. Теперь я спокойно смогу у себя рядом со своими детьми на работу ездить, приезжать, не беспокоясь, что у меня дома, пока я доберусь. Огромное вам спасибо всем. И это еще не все. Вопросы, поступившие на диалог с народом, все еще обрабатываются. Без внимания не останется ни одна просьба и обращение. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24. Глава Ингушетии вместе с депутатами Госдумы России Михаилом Сташиновым и Юша Газгиреевым побывали на месте масштабной реконструкции городского пруда в Сумже. По словам руководителя комитета по экологии, работа ведется в рамках ФЦП. Глава субъекта поинтересовался темпами строительства, отметив, что все должно завершиться в срок. Кроме того, он посмотрел проект и внес свои предложения по нему. В частности, они касались увеличения территории зелеными насаждениями и отведения площадок для прогулок и кафе. Мы откосы делаем незаконно, георешетками. Это будет по качеству, на качество будет влиять. А так, значит, дорога кругом идет по кругу. И, значит, она у нас укатанная. Мы вот сейчас за вот эти деньги, за первый этап, что мы делаем? Какая-то картинка есть, что мы делаем? Вот она есть. Вот это этап, да? Вот это первый этап. Кругом идет дорога, беговой дорожки. Потом ее надо дать инвестору. И пусть там вон 3-4 инвестора, я бы так сказал. Прям по кускам. Бюджет будет пополняться. Ну да, здесь, если это все сделать, то инвесторы сюда потянутся. Да. Уже есть. Тимур тоже там, ну уже может там документы готовить на конкурс, где кафешки поставить, где фитнес-клуб поставить, там, где вот эти катамараны, лодки поставить. Кто на чем лодки, ну кто будет на чем зарабатывать. По зелени, я мало зелени вижу. Сколько вот здесь зелени посадить? Многолетние травы. Ну, многолетние травы само. Все многолетние травы по береговой полосе. 30 метров. И
Вот для предотвращения диффузного стока по этой стороне вот будут высажены саженцы кустарники, скумбрии. Далее в Сунжинском районе они также посетили 2 сельскохозяйственных крупных объекта. Сад-гигант Ингушетии общей площадью интенсивного сада 1000 гектаров с оптово-распределительным центром на 50 тысяч тонн единовременного хранения и тепличный комплекс, который на 10 гектарах возводит один из инвесторов. Депутатам рассказали о стоимости проектов и о том, когда комплексы окупятся. В пожарно-спасательном колледже в Сунже реализуется всероссийский проект «Научись спасать жизнь». 15 студентов уже научились и готовы учить других. Помогали им в этом сотрудники Центра экстренной психологической помощи Пятигорском. Свои навыки молодые люди продемонстрировали главе Ингушетии, помощнику полпреда СКФО и представителям службы МЧС. Марина Муталиева продолжит. Студенты пожарно-спасательного колледжа демонстрируют перед гостями навыки и умения, приобретенные за время учебы в СУЗе. По сценарию служба МЧС и медики проводят аварийно-спасательные работы на месте ДТП. Потушить пожар, вынести пострадавших из машины и оказать им первую помощь. Все действия будущих спасателей отточены до автоматизма. Погода по-настоящему осенняя, но несмотря на дождь, мини-учения все же не отменяют. Ведь и в жизни все происходит в самый неожиданный момент. Гости с интересом наблюдают за происходящим. Слаженность в действиях ребят особенно впечатляет. А дальше всех приглашают в актовый зал, где проходит торжественная часть мероприятия. Слово предоставляют главе республики. Люди должны научиться спасать, независимо, склонен он этому по профессии или нет. Мы в республике стараемся создать площадки для того, чтобы любой человек при возникновении такой нештатной ситуации был в состоянии оказать первую помощь. Научить правильно оказывать профессиональную доврачебную помощь пострадавшим. Такова цель всероссийского проекта «Научись спасать жизнь». Поддержку в его реализации оказывает и Центр экстренной психологической помощи МЧС России. Именно благодаря наставничеству их сотрудников 15 студенток пожарно-спасательного колледжа прошли специальный 40-часовой курс по оказанию первой помощи. А сегодня им вручают сертификаты. К примеру, Фатима Мережкова и Жанетта Гайтукиева отныне и сами могут работать инструкторами. Нас обучали, как вести себя при переломах, при кровотечениях, при ожогах, при отморожениях. И самое главное, нас учили психологически поддерживать пострадавшего, поддерживать родственников, которые рядом находятся, чтобы от паники еще больше страха не было у человека. В чрезвычайных ситуациях нельзя терять ни минуты. Этот факт лишь разогревает панику. На курсах инструкторов научили прежде всего совладать с собой и успокаивать пострадавших. Девушки уверенно справляются с заданием. Мы должны его сначала повернуть, если он сидит за столом, вот так вот, и нагнуть, и делать удары по спине, вот между лопаток. И удары должны быть не прямыми, а немного вверх. То есть вот так. И сила должна быть нормальная, чтобы вот то, чем она подавилась, вылетело тогда наружу. Вот. Если же этот метод не помогает, мы должны его поднять, приложить кулак вот в эту область, то есть ниже очевидного отростка грудины, подложить эту руку, то есть и надавить тоже вверх. Возвращаясь к мероприятию, студентам и гостям показали социальные ролики. По данным МЧС, от неправильно оказанной или не оказанной вовсе первой помощи умирает около 140 тысяч человек по стране ежегодно. В чрезвычайной ситуации однажды оказался и Анзор Чапанов. Именно тот инцидент оказал влияние на выбор будущей профессии. Я сам был как-то раз участником ДТП, видел, как ребята работают. Мне очень понравилось. И оттуда пошло желание. Здесь же в рамках проекта помощник полпреда президента России в СКФО Николай Литюк и директор колледжа подписали соглашение о сотрудничестве. Все научные и образовательные программы отныне будут реализовываться совместными усилиями. В фонд колледжа также передали манекен для практических занятий. Ну а после торжественной части мероприятия процессия отправилась в специализированный класс первой помощи, который оборудован всеми необходимыми спасательными материалами и инвентарем. Как вам, девушки, добираться на колледж обратно? Как? Да, у нас специально автобус, надо добираться на проблем нет. Бесплатно. Специально как? Специально хорошо. Вообще проблем нет? Нет? Точно нет? Нет.
Здесь созданы все условия для учебы, гордятся студенты. Выпускники колледжа смогут без труда найти работу. Марина Муталиева, Рамзан Миржоев, Новости 24. В Магасе прошло очередное заседание Политсовета партии «Единая Россия». На собрании обсудили насущные вопросы, а также наградили участников общероссийской образовательной акции «Сделаем вместе» от партии как регионального, так и федерального значения. О лауреатах конкурса Мария Мистоева. Всех участников проекта сегодня собрали вместе на очередном заседании партии «Единая Россия». И награждение конкурсантов стало основным вопросом на повестке дня. С начала марта и до конца мая ребята доказывали, что сохранять мир и природу – одна из первостепенных задач человечества. 2017 год экологии. Партия «Единая Россия» не случайно запустила акцию в этом году. Проходит большое количество природоохранных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую природную среду, приуроченных этому событию. Рекомендовано провести мероприятия по развитию экологической культуры, бережного отношения населения к окружающей природной среде и повышения ответственности за сохранение природного наследия Республики Ингушетия. Загрязняют воздух, воду. Я бы хотела, чтобы люди поменьше делали фабрик и так далее, делали чисто экологические продукты и вещи. Я думаю, тогда природа станет чище, красивее. Камила Хамхоева уже в таком юном возрасте понимает, что защита природы и окружающей среды – задача не только взрослых, но и подрастающего поколения. Девочка очень переживает, что люди ежедневно губят экологию своим безразличным отношением. Восьмиклассница Троицкой школы прошла все этапы всероссийской акции. Рисунок девочки победил в номинации «Эко-плакат». Меня вдохновила природа. Я люблю смотреть на горы часто, мне нравятся пейзажи, большинство. И я решила нарисовать, сама в голове представила картину: лес, горы, олени. Ну и, конечно же, я нарисовала мусор, который люди не убирают, и написала, чтобы люди убирали его. Несколько заголовков написала: «Чистота природы начинается с тебя». Такие уже взрослые взгляды на недетские проблемы глобального масштаба объединили тысячи конкурсантов со всей России. Всю весну в разных республиканских школах-участницах проводились эко-уроки, и детям рассказывали о вреде мусора, заводов, загрязнении природы и борьбе с этим. Десятиклассница из Сунжи Ева Евлоева наряду со взрослыми рассказывала своим одноклассникам и другим учащимся, насколько важно в сохранении окружающей среды быть сплоченными. Целеустремленная девочка не намерена останавливаться на достигнутом, а победу в конкурсе федерального масштаба считает заслуженной. Я очень была рада, что я выиграла. Моя цель, которая была поставлена, я выиграла, и были чувства самоудовлетворения. На самом деле, вот этот всероссийский урок, я очень рада, что организаторы организовали вот этот урок, потому что многие ребята, школьники, поменяли свое отношение к природе. Конечно, ребята не относились бы к проблеме загрязнения среды так серьезно, если бы с ними не работали родители и педагоги. Воспитание в ребенке гуманности и ответственного отношения к природе кураторы проекта в школах считают одной из основных задач. Мы подключились к этой акции, провели огромное количество уроков, эко-уроков. Эко-лидеры у меня проводили эти уроки. Помимо этого, у нас в селе есть речка одноименным названием Яндри. Мы очищали русло этой речки, проводили эко-субботники, огромную работу провели. Тема экологии в наше время очень актуальна. От экологии зависит и здоровье подрастающего поколения, и наше здоровье. Камила Хамхоева, как победительница всероссийской акции, летом уже побывала в лагере «Орленок», а Ева Евлоева посетит известный лагерь в осеннюю смену. Достойный подарок для особенных детей. Мария Мистоева, Магомед Урусханов, Новости 24. Жители республики выражают свое беспокойство по поводу событий, происходящих в Мьянме. Тысячи людей объединились, чтобы высказать свое «нет» терроризму и отстоять права единоверцев в Бирме. Богословы призывают молиться за братьев-мусульман Рохинджа, где продолжается террор по отношению к мирному населению. Миньям ях пачахалхин гаха рахинджа яхш болш каман нахбах каман бахш болш нахга чоди хана
عازب تسان دلاتر تو بچه حلقیه کرتی لاتش بولچه قچدن بولش ناخته آخر تو چه نخبا بجه قال ناخ بیرج دوادجه ناخ دین بولجه باگ بجه اشتمتك نيسيني ازمتك نيسير الصوة ودنيا نجح ازدحزر الصوة وهي بتش حلقينا كرتي لاتج وش بريزيدنت ز تناغ دولج دو حمنجح ز حم خارصة خلره ودنيا دقيق ده شي بوزيسي تنا حيان أقصل صودي حن وهي ميحك ده ز هم دي ز قزل بوصلنا قاستا بوصلنا ز يا جو قزل ز خارصة خلره ز توام بواتش خلره تحق أدمنجح تحق دن دولج بولش يقدش دن تح بولج بولش ناخ أدمي حسب دولج بولش ناخ حليل ديش ياتش دولش حمنا هم دولجي ويميخ داز هم بلغل دهقات أخ تولسو ويميخ ديه ناخ عشق يتر خلنت ناخ وتلفزيوني دق أمال ديات صحبادر ياتش أخ سون فعل لودر ياتش قاستاوي ميخ وي دقة بوصل ناخ باهج مخ بوي هنزوي غلغاش بوصل ناخ دي خردر أقدن وكرتي لاتج بولش إمامش ك دي خردر هنزوي حد واش رزبن دد المولا رزبن دينا ومخ أزرج رزبني لاتج دي هنا كي ناخ باقي ناخ متجمي ومخ تناخ دي هنا قاستا دي هنا إيش بوصل ناخ زرخين جياخ بولش قمن بولش ناخ بيخر ديالير إيش بيخر تان دي هن دعدر أقصل صودي هن يدي هن شاش ده دقلامز دواتجي إيش ناخدي هن أورش عشقوش إيش تان دي ترجي إيش باق بجي يدقلوش در دواتجي يتان دي هدي هن دنس شريعة زدوزدن دولج دوادي هن دعبوخكر دواتجي نخبجي تان تبينش ناخدي دقلامز دير قاستا دي هن سنفع الله دراج إزمو غير وصلناها تقاتش أنا بوصلنا دقة تماجي لزياش مصدوش ديرك دي بالقاتش تدوش كي بوصل بديتري بيك بالقاتش باتر تناها دقاتش عدوش دوش همنا صفدي خردر يالش هار لامزنجح تحرش ركعتجح ركوني بها يو اعتدالي حنيز بنشل دها شين خوتشو دي هنا قنوت مهدنا ياخش دو دعدر إيش بوصلناه بيخر إيش تديخر در كوي مخلاتش بوصلناه دال إز عازب تانت يحتاجولش دو تانت تناها دي طلعت جو خرطو دال ضيقل دال تان باراتو لويل بوصلناه برت دال جوع بول ثموش حمن إيش بوصلناه يقي ديجادولش دولش حمن ديها بوصلناه هنزمو أرساب يعني تو حمن ديه دوغلجش بولش دعباخ دال نزلو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تهنا وين بعرج لاس شتقت بيرمي مينا يا موتي تقدولج دو قزل مصبنا تجاهج قزل تقبابج بونخ تهنا وي مصبنا دال ويجي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يا دال أمر مدويك أمر دجديك حمت وها ما نهيدش خاصة دو حمك ظلم دو موتي ظلم ديان شي نسبة لنزت يختوش نسبة دش يعني دش سؤالي آلا وعشتها تدوالي ديجش انكرلويش تديزش اسحم از وين خلره وين تحت دس يعني الشيء دال اشتؤمة خلط شوخ يوخ از وي دش سخولي وي دا قواتش سخولي بصدناها دقلوج سخولي اشت دقلوج بونخ دال فأولئك هم المفلحون داقل خنخ اجبيوه دال تحت بانشكي وي تحت وي وعشتي دواوشتي بار تبصدناها دو دي ديس ايجر جاوا دول جرتس بصدنا جرتس دو دي عندك تبانشكي از أي لامس شكا أي لامس خالها دال جبت جو خميس حاول تجي شي وعشتي دول شو دعل تجي بصناها أو ديالجر ديهر دقوي نددر تأخذ أز شوالا بين دق سيجي برزة واحد تجي اشتتسموت تجي وي مصبناها بين أجي خمي وي ماستر شو
цаца используют такой цаца шиоанга вейн зулм хадиен тахана нахтук хабиха атоен атабиха тахюх турист жбержен юх бехкибет абас бобуснах махачис смоч хама чого гоуз сабри халдизвей وين اشتخوي ماستخ جو هاردينا هاي بصب دي مش حلت مش دو ده صار شيء بوه بس ما هنشكي ويا ديال دقدر واشي برت بوش خلر واشي كم بوش خلر شي ندير ديج دو هما شي بصب سجا ديج اشتغل يزق بصب سك. Поступление средств в республиканские и местные бюджеты за счет транспортного налога обсудили на расширенном заседании Комитета по бюджету и налогам Народного собрания республики. В совещании приняли участие представители муниципалитетов, налоговых и финансовых органов, а также судебные приставы. Говорилось о мерах повышения сборов транспортного налога и пополнения доходной части не только бюджета республики, но и муниципалитета, ведь 20% этого налога по закону распределяется именно в муниципальные бюджеты. Таким образом, повышается их финансовая самодостаточность. Ставки транспортного налога у нас одни из самых низких на территории Российской Федерации. То есть тот мизер, который установлен, он не обременителен для наших граждан. То есть если посмотреть отдельные соседние даже субъекты Северного Кавказа, у них значительно выше по объему двигателя, по мощности двигателя машин. То есть это незначительная сумма для тех, кто сидит на собственном транспортном средстве. Я думаю, что они как были, как в прошлом году были, как в позапрошлом году были, они также и остались. Но дело в том, чтобы прибудить их, чтобы они полностью оплатили этот налог. Народное собрание уже проводит работу над законом о бюджете на будущие плановые 2019 и 2020 годы. Через месяц будет принят ряд законов, которые способствуют увеличению доходной базы, но при этом не будут ущемляться права граждан. Пакеты этих налоговых законов и были рассмотрены в рамках второй части заседания. Мы рассматривали законопроекты, достойные реализации. Ну, в частности, например, закон о налоге на имущество в части инвесторов. Предусматривается, что ограничение льготы на все имущество инвесторов, льгота не будет распространяться на все имущество, а будет распространяться чисто на объект инвестиций. Это будет хорошим подспорьем для бюджета республики. Но при этом закон не теряет своей инвестиционной привлекательности. Хочется отметить один из законопроектов, который позволит нашим предпринимателям получить налоговые каникулы на 2 года. Это таким видом предпринимателей, как, например, услуги, оказывающие на дому по уходу за детьми, потом услуги по ремонту бытовой техники, ну и там прочие услуги, которые позволят нашим предпринимателям встать на ноги, как бы не платить первое время налоги, уже затем посмотреть, как бизнес идет, и, может быть, остаться на этом виде бизнеса или перейти на другой. В Ингушетии пройдет учебно-практический сбор юноармейцев из разных регионов. Главный штаб Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» возьмет на себя все финансовые расходы для проведения. Руководители занимаются формированием юноармейских отрядов при министерствах и ведомствах, обеспечением их соответствующей формы и открытием патриотических комнат на базе школ. Кроме того, в учебных заведениях будут созданы юноармейские классы. Но прежде за счет спонсорских средств планируется запустить пилотный проект на базе одной из региональных школ, открыть образцово-показательную комнату, оформленную необходимой атрибутикой и информационными стендами. Большие изменения в этом году претерпела программа обучения в медицинских вузах России. Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон об охране здоровья граждан в 2015 году, интернатура будет отменена. Процесс упразднения проходит поэтапно. С сентября 2016 года
Интернатуру отменили для студентов-фармацевтов и стоматологов. А с началом нового учебного года проходить интернатуру не нужно педиатрам и терапевтам. А с 2018 года ее отменят для всех медицинских специальностей. Теперь выпускники медицинских вузов смогут сразу работать в поликлиниках и амбулаториях самостоятельно, без присмотра старших коллег. Они получат право работать в качестве врачей общей врачебной практики в поликлиниках и центральных районах больницах. Вместе ярче в Назрани прошел Всероссийский фестиваль энергосбережения. Это акция для организаторов как способ призвать население региона к бережному отношению к электроэнергии. Фестиваль проходит по всей стране уже второй год. Для его участников готовятся конкурсы и концертная программа. Слово Зареме Евлоевой. Фестивальная волна началась чуть менее недели назад. За это время ее подхватили несколько десятков городов России. Цель акции – привить россиянам культуру бережливого отношения к природным богатствам. Здесь же демонстрируют современные энергоэффективные технологии. Первые плоды своего труда представляет и Ингушский завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования. Здесь представлена наша продукция на данном стенде. Это в первую очередь лампочки филаментные. Энергосберегающие, примерно сберегают в 10 раз экономию, в отличие от простых лампочек. Дальше у нас представлен производственный светильник. Мы их выпускаем для различных заводов, производств и крупных помещений складовых. Далее у нас идут светильники ЖКХ. Они рассчитаны на 10 Вт, светят примерно 700 люминов. То есть это очень яркий светильник. Подходит также как для жилых помещений, также для уличного освещения. О том, что бесплатно светит только солнце, а за электроэнергию надо платить, знают даже дети. Для школьников организовали конкурс рисунков по тематике. Первое место за оригинальность получила учащаяся 2-й Троицкой школы. Молодец, Амина. Фестиваль энергосбережения поддержали более 70 городов России. В Ингушетии основным организатором выступил Республиканский комитет промышленности, связи и энергетики. Акком молодежи в рамках фестиваля организовал квест. Это приключенческая игра, по правилам которой команды-участницы должны найти в своем городе максимальное количество фишек. По городу Назрань было расположено 5 точек, связанных с электроэнергией. Примерно это центральная электростанция, самая большая электровышка на территории ГТРК и многие другие. Там же у нас были расположены модераторы, на которых в руках были листовки с заданиями. То есть им приходила команда, они отдавали им листки с заданиями, они их решали. После этого им отдавался фотография с кусочком, чисто с кусочком следующего места. Примерно была одна из точек, это Чернобыльская АЭС на мемориальном комплексе. Там была фотография именно обогащенного урана. Им нужно было по этой фотографии найти следующую точку. Многие команды представляют свои вузы и СУЗы, другие же объединились в группы со своими друзьями. Впрочем, здесь главное не число участников, а смекалка и находчивость. Первое место получает команда «Атом». Были вот такие мероприятия, такие квестовые игры. Очень приятно бывает участвовать в них. Места находились в очень отдаленных местах для нас. Нам попались такие места, скажем так. Вопросы тем, кто знаком с физикой, особо несложные, но тем, кто не любит физику, они были сложноваты. Мне кажется, это очень хорошая инициатива. Я за то, чтобы люди потребляли меньше энергии, так как это вредит нашей экологии. В целях пропаганды экономии электроэнергии организаторы фестиваля призывают жителей России выключить свет хотя бы на 15 минут и тем самым выразить свое беспокойство за состояние родной планеты. Зарема Евлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Это были все новости на сегодня. Увидимся завтра в 21 час на телеканале Ингушетия. Всего доброго.